международное сообщество, в частности Европейский Союз и Совет Европы, которые заявили о необходимости учреждения военного международного трибунала по военным преступлениям в Украине. Это очень тревожные сигналы для Путина и для военной преступной группировки, которая сегодня ведет агрессивную, неправедную войну в Украине. Естественно, они исходят сегодня из принципа победителей не судят. И нам нужно всем понимать, все эти вопросы, связанные с ответственностью за все те злодеяния, которые Россия совершила в Украине, и не только в Украине, когда будет рассматриваться военные преступления Путина и других военных в этом международном трибунале, естественно, там возникнут вопросы, связанные и с Чеченской республикой Ичкерия. Это 300 тысяч населения убитых. Только через Страсбургские суды по правам человека прошли тысячи кейсов. Тысячи находятся там. Это на самом деле уже собранные материалы по военным преступлениям, которые совершили российские военные на территории. Это все было сделано в бытность Путина. То есть непосредственно ответственность за все это ложится на Путина. И поэтому он сегодня и его клика, он не зря собрал всех повязанных кровью людей ночью перед тем, как в четверг отправит какую-то делегацию в Турцию. Это было сделано с одной единственной целью, чтобы разделить ответственность. Он понимает, что один он не справится с теми вызовами, которые сегодня обрушились на Россию в связи с преступной войной, которую она ведет в Украине. То есть весь мир понимает и будут принимать какие-то меры с тем, чтобы привлечь к ответственности. Вот отправка вот этой делегации туда, это просто попытка снова затянуть время. И они этот вопрос согласовали именно с командующими, которых они туда пригласили. Потому что Путин не хочет один взять на себя ответственность, начав переговоры или отказав в переговорах. Потому что если они, так оно и будет, когда Россия в конце концов заявит о том, что они не могут и не хотят заключить мир с Украиной, пока сохраняется украинское государство, то им придется очень тяжело. Будут объявлены и введены очень жесткие санкции и со стороны Европейского Союза, и Соединенные Штаты Америки, при всем том, что Трамп очень любит Путина и пытается его спасти, все равно Соединенные Штаты Америки займут в этой войне позицию правых. Они будут за добро, по-другому быть не может. И вот последствия всего этого будут очень жестокими и жесткими для России. Поэтому он больше перед тем, как принять окончательное решение и отказать всем, кто ему предлагает мир, согласовал этот вопрос вот с теми ответственными, как он в 2022 году сделал, собрав так называемый Совет Безопасности, он их повязал кровью, заставив подписать, что он начинает войну против Украины. И точно так же он позавчера, собрав вот этих людей, которые ведут эту войну, заручился, что они будут до конца с ним. И поэтому, на мой взгляд, хотя еще один раз попытался спасти Путина, потому что то заявление, которое сделал Трамп, что якобы Путин туда не приехал, потому что там не было Трампа. Вот вся эта профанация с так называемыми переговорами по мирному урегулированию, она проводится с одной единственной целью. И администрация Трампа, они вот под этим предлогом состоится встреча. Трамп будет встречаться с военным преступником. И вот он надеется, что после этой встречи Путин примет какие-то конструктивные, начнет какие-то конструктивные действия. Этого не будет. Трампу нужно, чтобы была остановлена война. А Путин не может остановить эту войну, потому что он останавливает войну, он проиграл. Если он проиграл, его призывают к ответу. И не только
международные трибуналы и институты, которые создаются сегодня, но и те, кого он посылал погибать, умирать, кому он обещал какие-то золотые горы. Вся экономика поставлена на войну. Миллионная армия, она получает огромные средства от Путина именно за войну там. Вся дееспособная часть общества, она мобилизована для ведения войны с Украиной, для одержания победы над Украиной. И в этой ситуации Путин под любым предлогом, разницы нет, он останавливает войну, с него начинают спрашивать. Просто мне непонятно, почему вот это все непонятно тем, кто пытается Путина склонить. А вот что такое пытаться Путина склонить? Умиротворением занимались еще 80 лет назад, 85 лет назад. Гитлера пытались умиротворить. И вот эта политика умиротворения, хотя она сейчас немного переходит в другой разряд, что вот они заявляют о жестких позициях, о жестких санкциях, которые они примут. Но вопрос в другом. Каждый день затягивание процесса в жизни мирных людей в Украине. Путин, если бы Путин просто вел бы какие-то манипуляции, и это не уносило бы человеческие жизни, ладно было бы это, можно было бы тянуть. Но сегодня затягивание вот вопроса позволения Путину делать то, что он делает, это становится частью вот тех преступлений, которые Путин совершает. И поэтому вот на международном сообществе, на лидеры западных стран, она уже ответственна за все те злодеяния, которые Россия совершила, и не только в Украине. Но сегодня хотя бы пора поставить точку и дать понять агрессору, дать понять военному преступнику, что в 21 веке вопросы так не решаются. И за те злодеяния и преступления, которые они совершают в Украине, с них спросят, им придется отвечать, независимо, когда эта война закончится. Поэтому то, что сегодня происходило, или вчера, сегодня продолжается в Стамбуле, оно не имеет никакого отношения к мирному урегулированию русско-украинского конфликта. Единственная сторона, которая заинтересована в достижении мира, это украинцы и украинское государство. Остальные все, которые вовлечены в этот процесс, они отстаивают свои интересы. И все они, к большому сожалению, заинтересованы в продолжении войны. Продолжение и сохранение сегодняшней ситуации. Вопрос не в Мединском, кто он такой и что за персона. Его подходы, его позиция по отношению к украинскому этносу, который заявляет и глубоко убежден в том, что Украина – это часть русского мира. Он об этом недвусмысленно заявляет. Именно когда первый раз Путин делегировал их в 2022 году вот с ультиматумами и с предложениями о капитуляции, Путин руководствовался именно тем, что вот в лице Мединского Путин демонстрировал свое отношение к украинскому государству, украинскому народу. И спустя 3 года, после всего, что произошло, Путин как заявил о том, что мы можем только продолжить разговоры о капитуляции Украины. И сегодня он именно демонстрирует это, что их подход, их позиция по отношению к тому, почему они начали конфликт, они-то это и в своих заявлениях всегда подчеркивали. Мы не достигли той цели и тех задач. Первопричина начала конфликта. Первопричина начала конфликта, начала русско-украинской войны, это то, что Россия не признает целостность, не признает национальный суверенитет украинского народа. Это первопричина начала войны. Не в 22 году, а в 2014 году, когда они аннексировали Крым и начались боевые действия в Луганск, Донецк и в других восточных
восточной части Украины. И Путин сегодня не только украинцам, но и всему миру, всей той коалиции, которая сегодня поддерживает Украину, он демонстрирует, его подход к разрешению этой проблемы не изменился. И подтверждением того, что это не изменилось, его отношение, и является Мединский, который приехал продолжать вопрос о капитуляции Украины. Не о переговорах. А вот это обмен военнопленными, там, гуманитарные вопросы, которые будут затрагиваться во время этого диалога, они направлены на Соединенные Штаты Америки, на Организацию Объединенных Наций, на другие международные институты, которые придерживаются во всех случаях и пытаются руководствоваться гуманитарными законами, потому что это важнее для них. А в политическом отношении и в стратегическом отношении для Украины и украинского государства, то, что сегодня началось в Турции относительно процесса мирного урегулирования, это обманка, рассчитанная на то, чтобы продолжать войну Украины. А вот как на это среагирует остальной мир? Ну, Трамп уже сказал, вот пока я не встречусь с Путиным, ничего не произойдет. А я уверяю вас, Анастасия, встретится Трамп с Путиным, ничего не изменится, все будет продолжаться в этом же ключе. Вопрос в другом, будут ли продолжать Соединенные Штаты Америки в этой ситуации подыгрывать Путину и способствовать убийству украинского народа, или Европейский Союз, который говорит грозно, делает громкие заявления, но пока никаких решительных мер не предпринимает, вот это будет вопрос. Вот за этим мы будем наблюдать. В тот период, когда Америка и Соединенные Штаты Америки были разделены на разные позиции, и это шла большая борьба на выборах, кто будет президентом, вот в этой ситуации ликвидация Трампа, она была очень выгодна и Путину, потому что это могло бы способствовать началу конкретно непредсказуемых последствий для Соединенных Штатов Америки, который мог бы даже привести к разрушению, распаду этой страны. И в этом отношении это был бы очень серьезное подспорье для Путина, который продолжает войну. И вот почему такого рода акции или дела выгодны Путину? Почему Путин развязал войну на Ближнем Востоке? То, что происходит сегодня в Газе, в Палестине, это 100% от начала до конца продуманная, проведенная акция и провокация русских. Они, договорившись с определенными силами на Ближнем Востоке, совершили террористический акт на территории Израиля. И в последующем Израиль сегодня проводит военные преступления в Газе, на что демонстративно указывает сам Лавров. Вы помните вчерашнее заявление и комментарии? Что вы уткнулись, вот там русско-украинская война? Но есть же еще другие проблемы и другие войны. И он, в частности, говорит о Ближнем Востоке и о ситуации в Палестине. Вот для этого было начато вот все это. И, конечно, в любой момент и любой точке Россия сегодня заинтересована, как можно больше дестабилизации существующего миропорядка. И в этом отношении, конечно, им будет легче вести ту войну, которую они развязали в 2022 году. И поэтому за любыми деструктивными событиями и действиями, происходящими в мире, не только сейчас, с момента создания или переустройства царской России, империи, вот в Советскую империю, как она преобразовалась, с этого времени все эти деструктивные и провокации, проводящиеся во всем мире, за всеми этими делами стоит Россия, советская Россия. И сегодня путинская Россия, так называемая псевдодемократическая Российская империя. И нужно понимать, ключ к разрешению всех мировых проблем – децентрализация Российской империи.
И только в этом случае можно говорить о стратегической безопасности во всем мире. И поэтому у меня нет никаких сомнений до тех пор, пока мир не осознает, что Россия представляет смертельную угрозу не только для Украины и колонизированных народов, но и для всего цивилизованного мира. Вот все, что мы сегодня пожинаем, это и будет продолжаться до тех пор, пока Россия сохраняется вот в ее границах.